Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Вопрос переводить заседание Заксобрания на татарский язык. Это вопрос того, чтобы люди продолжали его учить. Кому-то хотелось говорить на татарском языке. Если ты хотел бы пойти в театр и посмотреть спектакль, постановку на татарском, ты ее получил. Ты увидел регулярно какой-то нормальный фильм на татарском языке. В этом вопрос. И для этого нужно выделять деньги. Деньги довольно небольшие по сравнению с безумными расходами, которые есть везде. И тут, опять же, тут не нужно городить огород и что-то придумывать. Мы вполне видим позитивный пример сохранения языков, которые не являются там доминирующими, но они доминируют в какой-то области, в европейских странах и так далее. И мы должны учесть негативный опыт разных стран, когда мы видим, что легко очень потерять какую-то национальную культуру, а восстановить ее потом практически невозможно. Поэтому есть всякие сложные политические вопросы. Понятно, что все разыгрывают национальную карту всегда и будут ее разыгрывать. Но должна быть база. Эта база заключается в том, что нужно финансировать те вещи, где язык живет естественным образом. Это книги, это культура. Если вы смотрели мою пресс-конференцию вчера в Уфе, туда пришли 3 группы националистов. Башкирские, татарские и русские. И все они сказали, мы тебя поддерживаем. Они друг друга ненавидят, они друг с другом борются, но все они поддерживают меня по очень простой причине. Потому что я не пытаюсь их заставить что-то сделать. Я не пытаюсь их возглавить. Я им гарантирую одно, что в нормальной системе они все будут участвовать в выборах. Просто так взять и отобрать такую сумму, это большая сумма. Это же не меня касается, касается почти 4 миллиона человек нашей республики. И я пока ответственный за эту республику, я не могу об этом не сказать. Это никому не нравится. Нравится вам это, не нравится, я это буду говорить. Минниханов произнес то, что думают другие губернаторы. Я точно не фанат Минниханова, не сторонник его, он член Единой России, и этим для меня все исчерпывается. Но он сказал правильные слова, чтобы говорить. На самой поверхности мы обнаружили одну из крупнейших взяток на нашей памяти. И что самое интересное, идеально доказанную, прямо полностью задокументированную взятку. Долю в фирме Гульсины Миннихановой купил кипрский офшор Сантера. Находим его и изучаем его годовые отчеты. Я предлагаю, я требую, это главная вещь, в регионах вернуть выборы. У вас нет никаких сомнений, все знают, все в республике знают, у вас есть 2 клана. Вот Минниханова, вот есть Шаймиева. Вот они поделили весь между собой бизнес. И все понимают, кто кому подчиняется на региональном уровне, на городском уровне. Но если будут нормальные, свободные выборы без фальсификации, эта система изменится. И у меня не будет такой вещи, когда там одна и та же команда. Кто выиграл, тот и выиграл. Вот так, это должна быть конкуренция. И в том числе ранее не представленные политические силы, вытесняем отовсюду. Татарские националисты или русские националисты, они должны иметь свое политическое представительство везде, конечно, потому что сейчас есть одна единая Россия, и больше нет никого. Она все зажала и больше никого не пускает. Хотя на самом деле она не представляет большинство населения. В моем предыдущем ЕПКД я был один русский. Я был один русский, все остальные мусульмане. И все остальные, я не говорю, что все, но многие практикующие мусульмане. Для того, чтобы они не могли практиковать, им мешает иметь достаточное количество. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро.